Глядя на эти страшные кадры, становится ясно, что причиной таких серьезных повреждений является невнимательность автомобилистов и уже ставшее привычным агрессивное вождение на дорогах нашей республики. Очередная страшная авария произошла в минувшее воскресенье в селении Далаково в районе 11 часов вечера. На пересечении улиц Зязикова и Асканова 48-летний житель указанного населенного пункта, управляя автомобилем Mercedes-Benz, совершил столкновение с машиной ВАЗ-21103, за рулем которого находился его 52-летний односельчанин, а также транспортным средством ГАЗ-3110 «Волга» под управлением 51-летнего гражданина, который скрылся с места происшествия. По факту аварии следователями ОМВД России по Назранскому району была назначена автотехническая экспертиза. Сейчас проводится процессуальная проверка, по итогам которой будет дана оценка действиям каждого водителя. Удар был такой силы, что «Мерседес» несколько раз перевернулся и врезался в ограждение одного из частных домов. Обломки автомобиля до сих пор валяются на месте аварии. В результате ЧП водитель иномарки от полученных травм скончался по дороге в медицинское учреждение. Его пассажир и водитель «десятки» с различными телесными повреждениями были доставлены в травматологическое отделение ИРКБ Назрани. При поступлении была оказана вся необходимая специализированная помощь, весь комплекс диагностических мероприятий. На фоне проводимой терапии отмечается положительная динамика, состояние больных стабильное, с положительной динамикой. Аккуратные автомобилисты считают, что водители за рулем не должны забывать. Вместе с правами на вождение они берут на себя ответственность не только за свою, но и за чужую жизнь. Ведь мисал правил соблюдаться дежметигат. Заима уважение водителей школ рекам дес. Поворотник сагадач верзит вегасак. Сугич мала эхдуху сумучху. Дихр дорс правил соблюдатор. Шорти галилар. Шила лезешь без анял штикет машин. Шорти дарялаш аварию газ лорлуго. Нерсть и нахи такое. Основными причинами аварий по-прежнему остаются превышение скорости, выезд на полосу встречного движения и проезд на запрещающий сигнал светофора. На территории Республики Ингушетия в период с 9 по 15 сентября 2019 года совершено 4 дорожно-транспортных происшествия, в котором погиб 1 человек, получило ранение еще 4. Несовершеннолетние в ДТП не пострадали. Учитывая такую неутешительную статистику, возникает вопрос, сколько еще должно пострадать людей в результате аварии, чтобы водители наконец задумались над своим поведением и перестали нарушать элементарные правила дорожного движения. Михаил Тангиев, Магомед Белакиев, Новости 24.